ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 18:00. В антикафе Джуманджи проходит тематический семинар, он же вечеринка. Все посвящено сегодняшнему празднику. 1 октября – это Всемирный день вегетарианства, то есть осознанного отказа от использования в качестве еды мяса животных. Сегодня собрались как сторонники этого движения, так и многие другие. Веганы – те, кто не ест помимо мяса рыбу, молоко, яйца, а также просто любопытные горожане. Оказывается, отказаться от привычных котлет и мяса по-французски людей побуждают разные причины. Спасение несчастных животных, которые не заслужили такой участи априори. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что мясо нисколько не полезно для человеческого организма, поэтому вторая мотивация – это собственное здоровье. Этот вопрос волнует многих, тех, кто уже сменил гастрономическую привычку или только на пути к этому. Поэтому сегодняшний семинар оказался очень полезным в плане обмена опытом. Само мероприятие задумывалось как лекция с небольшой развлекательной программой. И казалось бы, так и будет, ведь многие люди видели друг друга впервые. Однако получилось весело и информативно. Приятным сюрпризом для многих стала участница с вегетарианским стажем в четверть века. Говорят, вегетарианство, это так влияет на здоровье, что-то на гемоглобин или что-то. У меня все анализы в норме. И, в принципе, у меня сын с 5 лет, он не ел тоже мясо, то есть у нас вся семья была такая неедящая. Он вырос до 1,90 м, он занимался спортом, ходил в спортивную школу. Чтобы хорошо себя чувствовать, вегетарианцы и веганы внимательно следят за своим питанием. Казалось бы, разве можно быть здоровым без молока? Откуда брать кальций? Но в 100 граммах коровьего молока содержится около 150 мг этого вещества, а в кунжуте почти 1000. Но все равно отказаться от некоторых привычных блюд бывает нелегко. Тяжелее всего было отказываться от сыра, но это многие вегетарианцы так ответят. Сыр, да, сложнее всего, но я от этого отказалась, сейчас не скучаю. Когда отказывалась от мяса, было сложнее всего от рыбы отказаться. В ходе общения становится ясно, что вегетарианство – это не просто кулинария, это образ жизни. Сторонники этой культуры отмечают в себе позитивные изменения. Например, появляется больше энергии. Поэтому многие веганы начинают заниматься спортом, а также становятся волонтерами. Взяла у одной из организаций кошечку. Тоже подвальная была. Девочки спасают, у нас в городе есть различные организации. Я у них взяла кошечку, потому что жалко животных, тем более кошки у нас не приспособлены к жизни на улице. Я хожу в приют к собакам, я им там помогаю. Встреча проходит в позитивном ключе. На столе помимо фруктов и овощей различные сладости, приготовленные участниками семинара. Спустя несколько часов тема о питании уходит на второй план. Люди, которые будут завтра спорить об этичной кулинарии, сегодня общаются как старые друзья.